11 февраля в Башкортостане пройдет необычное мероприятие. Инвалиды смогут узнать, какие возможности у них есть, причем не только в плане трудоустройства. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Алина Хабирова, руководитель, оператор проекта «Эстафета успешности» в Республике Башкортостан. Алина Саримовна, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы сегодня обсуждаем одну из тем, которая очень важна, очень нужна, потому что зачастую люди с ограниченными возможностями, инвалиды с ограниченными возможностями здоровья не знают, какие у них есть перспективы. И эти перспективы мы понимаем, что зачастую в голове, но тем не менее. Вот проект «Эстафета успешности» что поможет реализовать? Ну, во-первых, надо сказать, что проект «Эстафета успешности» у нас в республике впервые. Это такой пилотный проект, его инициатором является «Магнит» совместно с инклюзивным проектом «Эверленд». И они как раз-таки и задумались о том, что почему на крупных предприятиях, организациях мы не видим трудоустроенных людей с инвалидностью, какие есть барьеры, что мы можем сделать. И как раз-таки вот Open Talk – это такие встречи в формате открытого разговора. Они будут у нас в онлайн и офлайн режиме. Да? Мы как раз будем говорить про эти стереотипы, про эти барьеры. Вообще, какие есть возможности у людей с инвалидностью, какие есть меры поддержки у работодателей. Потому что на самом деле, как мы выяснили, не все об этом знают. Каким образом будет проходить эстафета успешности у нас здесь, в Башкортостане? Ну, пользуясь случаем, я хочу сразу же пригласить 11 февраля в кампусе на 6-м этаже, зал Циолковский, в 14:30 начнется наш первый Open Talk. Вообще их будет 3. Но 11 февраля он будет посвящен именно как построить карьеру человеку с инвалидностью, как быть востребованным. И мы пригласили 5 спикеров. Это будут и представители власти, представители некоммерческих организаций, и сами люди с инвалидностью, которые как раз-таки расскажут о своем пути, как они нашли работу, да, то есть какой путь они прошли, кто им помогал. Вот. Ну, а представители власти, конечно, нам расскажут, как они со своей стороны стимулируют работодателей, чтобы они принимали людей с инвалидностью на работу. Алина Саримовна, есть какие-то условия для регистрации, допустим, или это будет свободный проход? Как это можно сделать? Так как это проходит на точке кипения, у них своя форма регистрации, ссылки есть на сайте lomaya-barriere.rf, они сейчас размещены и также на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, либо также в точке кипения. Вход абсолютно бесплатный, но только вот единственное по спискам необходима предварительная регистрация. Подскажите, пожалуйста, мероприятие пройдет в столице Башкортостана, но ведь инвалиды у нас живут и в других городах и районах республики, и у них наверняка будет шанс как-то, может быть, онлайн присоединиться к этому мероприятию. Да, более того, онлайн-трансляция, она останется в записи, да, то есть если в это время человек не смог присутствовать, он может посмотреть это в записи. А если он присоединяется в онлайн-формате, даже будет возможность задать интересующие вопросы. Расскажите, мы понимаем, что будут представители разных торговых сетей принимать участие в этом мероприятии. Может быть, именно вот 11 февраля не все будут, но какие-то уже присоединяются к этому движению, потому что в наших головах, да, уже этот стереотип меняется о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья, неработоспособные и так далее. Но они зачастую иногда бывают и более работоспособны, чем те, кого мы принято называть здоровыми. Да? Ну, мы условно понимаем, говорим условные понятия. Но сейчас меняется ли именно отношение? Вот есть ли какие-то тенденции? Наблюдаете в обществе? Конечно, есть сдвиги. Даже если так ретроспективно посмотреть, даже когда вот центр Ломая-Барьер мы организовывались, это был еще 2012 год, тогда мы даже не видели людей с инвалидностью на улице, да, а сейчас как они активно вовлечены в нашу жизнь, да, то есть мы их видим на концертах, в театрах, кино. Сейчас переходим уже на другой уровень, когда уже мы должны увидеть таких людей работающих, да, то есть они такие как трудовые ресурсы, которые могут работать наравне. Конечно, надо сказать, что
инвалидность разная бывает, да, то есть возможности у людей разные, но что классно, то что работодатели это понимают и адаптируют условия для, прям иногда и даже индивидуально для таких людей. Но при этом еще и есть такой момент, что люди не просто находят работу, но они находят работу по своему призванию. Значит, люди могут найти вообще не просто работу, а чтобы им было интересно. Есть ли возможность обучения, каких-то получения специальностей? Есть такие варианты? Конечно. Все начинается даже просто вот с элементарного запроса, когда человек обращается либо в некоммерческие организации, которые на этом специализируются, либо даже наши центры занятости населения, так называемый ЦЗН, которые сейчас, ну, можно сказать, сделали революцию, да, в своей работе, начиная от профориентации, то есть когда от профориентационного, вернее, даже тестирования, когда можно просто понять, какие есть возможности у человека и к чему у него есть какие-то способности. Да? Заканчивая тем, что когда человек трудоустроился, его еще будут сопровождать. То есть будут совместные встречи с работодателями, да? То есть будут отслеживать, как человеку с инвалидностью на новом рабочем месте. То есть это достаточно такая новинка, скажем так, и это очень здорово. Расскажите, а есть ли какие-то возрастные ограничения? Вот, например, может обратиться, обязательно вот молодой человек, а вот в возрасте, 50 плюс условно, уже не может. Есть такие границы? Нет, ограничений нет. Требуется ли какое-то образование или вот совершенно свободный проход? Да, все желающие, что называется, могут уточнить. И если не только завтра, то еще и обратиться в Центр защиты населения, Центр занятости населения, да. Все индивидуально. То есть есть какие-то профессии, в которых, в любом случае, как бы мы ни хотели, нужно базовое какое-то образование, да. Там, если ты идешь в детский сад, да, у тебя должно быть педагогическое образование. То есть, это просто для примера. Вот. Есть какие-то сейчас уже должности, да, где функционально не обязательно иметь образование профильное. Достаточно то, что работодатель сам проводит какие-то обучающие курсы, да, какое-то обучение, и после этого человек начинает трудиться. Поэтому тут, конечно, все индивидуально, но все возможно. Алина Саримовна, расскажите еще, эстафета успешности, пройдет 11 февраля мероприятие, да, где будет понятно, что можно устроиться туда, расскажут о примерах и так далее. Какой следующий этап? Мы до конца марта проведем еще 2 таких эфира. Более того, мы предусмотрели даже такую вариативность в виде выбора темы у самих людей с инвалидностью. Как раз-таки, когда пройдет Open Talk, мы попросим зрителей в зале, да, зрителей, которые к нам присоединятся дистанционно, чтобы они сами нам обозначили тему следующей встречи. Потому что, как говорится, ничто кроме нас, да, когда мы делаем что-то для другой категории людей, надо обязательно нам смотреть на их потребности, да, то есть и как раз-таки 2-я либо 3-я встреча у нас будет на основе их запроса. А если говорить о том, что какой итог подводится, да, пройдут 3 мероприятия, будет ли затем подводиться результат, будут ли какая-то статистика озвучена? Да, это вообще можно назвать пилотным проектом, да, то есть эстафета успешности стартовала в июне 2024 года и завершится в июле 2025 года. И только 10 регионов России участвуют в нем, в том числе Республика Башкортостан присоединилась. Как раз-таки после того, как будет проведена вся эстафета во всех 10 регионах, примерно, кстати, 150 спикеров должно в нем принять участие, будет уже подведена такая работа, будет проведена такая аналитическая работа, да, то есть как это повлияло, на что люди больше откликались, какие вообще проблемы, может быть, они такие систематические, да, системные, вообще выявились на этих встречах. Итак, Алина Саримовна, давайте еще расскажем для наших телезрителей, куда нужно обратиться для того, чтобы принять участие в мероприятии, как это можно сделать, для того, чтобы открыть для себя новый горизонт.
11 февраля в кампусе на 6-м этаже в 14:30 мы ждем всех желающих принять участие в Open Talk, быть востребованным. Можно ли сделать карьеру человеку с инвалидностью. И для этого необходима регистрация. Ссылка на регистрацию есть на сайте ломаябарьеры.рф, на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и на сайте «Точки кипения», также в наших социальных сетях. Алина Царимовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о таких вот больших возможностях, которые есть у каждого в нашем обществе. Я надеюсь на успешную реализацию этого проекта. И еще я думаю, что нам стоит с вами поговорить по его итогам, каким результатом пришли в итоге его воплощения в жизнь. Спасибо огромное. Благодарю. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.